Прошу всех встать. Провозглашается резолютивная часть решения именем Кыргызской Республики. Резолютивная часть решения по делу о проверке конституционности части 1 статьи 10 Закона Кыргызской Республики об амнистии в связи с 30-летием принятия Конституции Кыргызской Республики и 75-летием Всеобщей декларации прав человека от 9 февраля 2024 года и статьи 93 Уголовного кодекса Кыргызской Республики в связи с обращением Мамбетказиева Адилета Орузбековича 21 апреля 2026 года, город Бишкек. Конституционный суд Кыргызской Республики в составе председательствующего Сконбаева, судьи Айдарбековой, Бабукеевой, Дюшеева, Джолдошевой, Касымалиева, Кадырбаева, Шаршаналиева, пресс-секретаря Мамталы Кызы с участием обращающейся стороны Мамбетказиева Адилета Орузбековича, стороны ответчика Усмонова Айдарбека Касымалиевича, постоянного представителя Джовар Кенеша в Конституционном суде Кыргызской Республики, третьих лиц Молдубаева Алмазбека Тавалдыевича, постоянного представителя президента и Кабинета министров в Конституционном суде Кыргызской Республики, Абельдиевой Эльвиры Тилековны, представителя Верховного суда по доверенности, Байдулдаева Кумарбека Курманбековича, Калыгылулу Бакыта, представителей Генеральной прокуратуры по доверенности, Джаркымбаева Аязбека Доузбековича, постоянного представителя Министерства юстиции в Конституционном суде Кыргызской Республики, Баялиева Урмата Болотбековича, представителя Министерства внутренних дел Кыргызской Республики по доверенности, Бейшембаева Каната Тохторбековича, Курбановой Адинай Куанычбековны, представителей Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики по доверенности. Руководствуясь частями 1-2 статьи 97 Конституции и статьями 4, 17, 40, 45 Конституционного закона Кыргызской Республики о Конституционном суде Кыргызской Республики, рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности части 1 статьи 10 Закона Кыргызской Республики об амнистии в связи с 30-летием принятия Конституции Кыргызской Республики и 75-летием Всеобщей декларации прав человека от 9 февраля 2024 года и статьи 93 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Поводом и основанием к рассмотрению данного дела явились обращения Мамбетказиева, а также обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции оспариваемые нормы. Заслушав информацию судьи докладчика Шаршаналиева, пояснения сторон и третьих лиц, а также исследовав материалы дела, руководствуясь пунктом 2 части 2, частями 4-5 статьи 97 Конституции Кыргызской Республики, статьями 48, 49, 52 и 53 Конституционного закона о Конституционном суде Кыргызской Республики, Конституционный суд Кыргызской Республики решил: первое. Признать абзац 1 части 1 статьи 10 Закона Кыргызской Республики об амнистии в связи с 30-летием принятия Конституции Кыргызской Республики и 75-летием Всеобщей декларации прав человека от 9 февраля 2024 года не противоречием части 1 статьи 60 Конституции Кыргызской Республики. Признать абзац 2 части 1 статьи 10 Закона Кыргызской Республики об амнистии в связи с 30-летием принятия Конституции Кыргызской Республики и 75-летием Всеобщей декларации прав человека от 9 февраля 2024 года не противоречием части 1 статьи 60 Конституции Кыргызской Республики в том конституционно-правовом значении, которое сформулировано в мотивировочной части настоящего решения. Признать статью 93 Уголовного кодекса Кыргызской Республики не противоречащей части 1 статьи 1 частям 1-2 статьи 6 Конституции Кыргызской Республики. Решение окончательно обжалованию не подлежит, вступает в силу с момента провозглашения. Решение обязательно для всех государственных органов местного самоуправления, должностных лиц, общественных объединений, юридических и физических лиц и подлежит исполнению на всей территории республики. Опубликовать настоящее решение в официальных изданиях органов государственной власти, на официальном сайте Конституционного суда Кыргызской Республики и в Вестнике Конституционного суда Кыргызской Республики. Разъяснение относительно ключевых выводов, к которым пришел Конституционный суд в результате рассмотрения данного дела. Акт амнистии является разовым актом гуманизма и милосердия. В отличие от Уголовного закона
Амнистия не устраняет преступность деяния, не изменяет уголовно-правовую норму, не влияет на квалификацию и не является элементом системы уголовного законодательства. Следовательно, амнистия не подпадает под прямое действие части 1 статьи 60 Конституции Кыргызской Республики, регулирующей обратную силу закона, устраняющего или смягчающего ответственность. Таким образом, довод заявителя о неограниченной во времени обратной силе амнистии основан на неверном понимании сущности такого института, как амнистия. Дискреция законодателя в сфере амнистии. Предоставляя право на принятие актов амнистии, Конституция Кыргызской Республики наделяет Жогорку Кеңеш широким усмотрением при определении круга субъектов амнистии, объема освобождения, условий применения, временных рамок реализации. Из этого следует, установление срока исполнения амнистии является допустимым элементом законодательного регулирования, так как не является постоянно действующим актом правового регулирования, а разовым проявлением уголовной политики в конкретный исторический период. Срок исполнения амнистии выполняет в целом организационную функцию, направленную на оперативность применения, координацию деятельности органов, обеспечение правовой определенности. Вместе с тем, дискреция законодательства не должна быть абсолютной и не может рассматриваться как безусловный барьер для применения амнистии и должна реализовываться соблюдением базовых конституционных принципов. В частности, применение акта амнистии после истечения установленного срока не может ограничиваться только изменением квалификации деяния. Формально ограниченное толкование срока исполнения, при котором амнистия не применяется после его истечения, независимо от обстоятельств, может привести к негативным последствиям. Лица одной категории и совершившие одинаковые деяния до вступления закона в силу могут оказаться в различном правовом положении исключительно в зависимости от момента выявления преступления, длительности расследования, времени рассмотрения дела судом. Указанные факторы не зависят от поведения лица. Они обусловлены деятельностью государственных органов, но определяют возможность применения амнистии. Это создает риск нарушения принципа равенства всех перед законом и судом, принципа справедливости и принципа соразмерности. Кроме того, ограничение применения амнистии пресекательным сроком только случаем изменения квалификации при игнорировании иных сопоставимых ситуаций свидетельствует о необходимости придание данной норме нового конституционно-правового значения. Иное толкование применения будет означать неконституционность правового регулирования и правоприменения. Различие в правовом положении лиц должно иметь объективное и разумное обоснование. Меры государства должны быть соразмерны. Недопустимо возложение негативных последствий на лицо в связи с действиями государственных органов. Правовое регулирование не должно приводить к произвольному различию в положении лиц, находящихся в сходной ситуации. Сроки исполнения амнистии как организационные мероприятия должны допускать гибкость при наличии объективных на то причин. Правовая природа амнистии и предел ее ограничения. Вопрос о том, распространяется ли амнистия исключительно на освобождение от наказания, связанного с лишением свободы, либо может включать и иные формы уголовного правового воздействия. Согласно статье 93 Уголовного кодекса, амнистия как правовой институт предусматривает широкий спектр правовых последствий, включая освобождение, кроме освобождения от наказания, в том числе освобождение от уголовной ответственности, сокращение наказания, замену наказания более мягким видом, освобождение от дополнительных видов наказания. Таким образом, на уровне уголовного законодательства амнистия закреплена как комплексный многоуровневый инструмент уголовной политики, не ограниченный исключительно освобождением от лишения свободы. Вместе с тем, конкретный акт амнистии, принимаемый Жогорку Кеңешем, вправе определять более узкий объем ее применения, исходя из целей и задач соответствующей амнистии. То есть это в полной мере относится к дискреции законодательной. Какой метод, в каких объемах он собирается применить акт амнистии. Вопросы есть по сущности решения принятого? Нету? Заседание Конституционного суда объявляется закрытым.